Всем привет, я Александр Румянцев. Сегодня у меня новый гость. Мы будем говорить про энергоэффективные технологии в строительстве на севере и в арктической зоне. Пожалуйста, представьтесь нашим слушателям, зрителям. Корнилов Терентий Афанасьевич, профессор кафедры промышленно-гражданского строительства Северо-Восточного федерального университета. Терентий, как давно вы занимаетесь этой тематикой? Этой тематикой мы занялись десятых годов, наверное, в 2010 году, в 2008-2010 году начали заниматься вот этой тематикой, плотной точнее. До этого, конечно, мы соприкасались с этим направлением. А вот когда здесь массово начали строить многоквартирные дома, в Якутске особенно, да, самый большой объем, пик был, начали интересоваться вот этими вопросами именно тепловой защиты многоэтажных зданий. Там к нам обращались, особенно участники долевого строительства, жаловались и так далее. Да, и мы поняли, что это направление для нас интересно. Хотя проектировщики, есть у нас нормативные документы, называется СП, свод правил 50-13-330 2012 года, тепловая защита зданий. Там буквально на самом деле все нормативные требования к проектированию тепловой защиты зданий там прописано, да, начиная от минимального значения термического сопротивления, заканчивая там разницей температуры на полу и температуры воздуха и так далее. Да, в принципе, да. Но тут одна проблема возникает. Да. Когда проектировщики начинают проектировать само здание такое, да, они в основном обращают внимание только на расчеты по глади, скажем так, по глади пола, по глади стены. А вот эти тонкости, узловые соединения, там, стены, например, с оконным перекрытием, с потолком и так далее, отдельно не рассматривают. Хотя в нормативных документах это все прописано. Да. То есть должны рассчитать отдельные фрагменты конструкции ограждающих, и они должны соответствовать нормативным требованиям. Да. Но вот этими вещами как-то упускают этот момент, и особенно в зимний период начинаются вот эти, утечки тепла, проникновение холодного воздуха и так далее, вот эти вещи. Но вы знаете, что у нас климатические условия, они уникальные, да, в Якутии, это понятное дело. Всем, которые живут здесь, мы хотя говорим, что потепление климата, но за последние 2 года, по-моему, мы не почувствовали потепление климата особо. Но я имею в виду зимний период. Вот. И, конечно, когда температура зимний период, в декабре-январе устанавливается ниже -40, стабильно, да? И вот эти все дефекты строительных конструкций, не учеты именно при проектировании, они проявляются сразу, абсолютно. Да. Если, скажем, в Московской области были бы те же самые дефекты, при -20 они, скажем так, незаметны. Никто бы и не замечал. Да, но тут еще такой момент появляется, да? Есть понятие инфильтрации воздуха, проникновение, инфильтрационные процессы, когда холодный воздух стремится в теплое помещение. Из-за разницы давления. Да, из-за разницы давления воздуха на внутреннюю и наружную поверхность ограждающей конструкции, скажем так. Да? И вот эта разница, она зависит еще от температуры наружного воздуха. Чем больше вот эта разница, тем больше давление. Чем выше здание, тем больше давления. На первом этаже я имею в виду. Вот, поэтому если возьмем 9-этажный дом, да, то вот эта разница давления составляет где-то 50-60 паскаль. Цифры, да, простые. Для 3-этажного дома 5-6 паскаль. А для 16-этажного дома она составляет уже 120-140 паскаль. Понимаете, о чем речь идет? Дверь открываешь, да, и простой пример. Вот люди, начинает дуть. Я все время удивлялся, там, некоторые дома новые, например, там строят 9-этажку, и такая башня у них, все это вместе, один комплекс, скажем так, да? 9-этажки на первом этаже, дверь нормально открывается, а 16-этажным открывается очень сложно открыть, точнее, да? И получается, через как раз дефекты строительной конструкции, вот этот холодный воздух интенсивно начинает поступать. Поэтому со стороны дольщиков я вчера как раз встречался с руководством Якутпромстроя. Вот эти крупные застройщики сегодня держат специально людей,
которые занимаются вот этими жалобами, скажем так. Вот это удивило до меня. Штат держит, оказывается. И все лето, потому что, скажем, это судебные процессы идут, и, конечно, всегда закон на стороне дольщиков. И приходится им все эти вещи устранять уже в ходе эксплуатации, ну, ответственность 5 лет. И вот. И мы вот с тех пор занимаемся вот этим вопросом. Ну, правильным проектированием, скажем, тепловой защиты. Ну, правильно, это лучше сделать изначально в проекте, чем потом это все Но исправлять. потом, видите как, тоже нормативные документы, у нас на самом деле нормативные документы как раз по тепловой защите. В основном, конечно, упор делается, к сожалению, на, ну не к сожалению, а правильно, наверное, на правильный расчет, например, приведенных сопротивлений теплопередачи, скажем так. Чтобы учли действительно все. Если гвоздик забил в стену, ты должен учесть этот гвоздик. Да? Ну, проще говоря, когда вот этот, например, теплоизоляция сегодня крепят с помощью дюбеля пластикового, и этот пластиковый дюбель ты должен учитывать в расчете на самом деле. Да? А по большому счету надо правильно проектировать узлы. Правильно, и не допускать, чтобы в этих узловых соединениях, ну, того же стены, например, да, с окольным перекрытием, чтобы не было прямого мостика холода. Только бывает еще в углах там. Да. А если мы сегодня возьмем вот эти, значит, каркасно-монолитные здания, да, то там получается для 16-этажного дома сегодня устанавливают под колонну средних рядов 4 сваи, например, да. Устраивается ростверк. Ростверк доходит размеров в плане 2,5 метра. Представляете? Высотой минимум 1,20 м, и это получается прямой мостик холода. Ростверк это что такое? Это ростверк, это, значит, скажем, такая же бетонная тумба, которая соединяет 4 сваи. Все, понятно. И вот в середине устанавливается мощная колонна. Да. А колонна достигает сечением там, 600 на 600 миллиметров или 800 на 800 миллиметров. И она вот да, и это все мостик холода получается. Через все здание она проходит. Да. К сожалению, у нас в Якутске сегодня не производятся эффективные стеновые материалы, да? Ну, скажем так, те же самые из легких бетонов. Ну, в лучшем случае полистирол бетонные блоки выпускается. В лучшем случае, да? В основном наружных стенах у нас утепление производится каким образом? Значит, из бетонных блоков кладка, и снаружи утепление 200 мм с помощью минераловатной плиты. Вот этот бетонный блок – это теплопроводный материал, бетон. Плотностью 1800 на самом деле, да? У него теплопроводность 0,64. И вот через этот блок опять-таки проникает холод. Это тоже мостик холода на самом деле. То есть если мы на цокольное перекрытие вот укладываем, например, делаем кладку, и вот через цокольное перекрытие железобетонное, да, холод проникает через эту стену. Понимаете? Теплоизоляция снаружи сделана. То есть нету соединение, да, то есть получается в этом месте, как раз в цоколе, обрыв теплозащитной оболочки здания, скажем так. То есть если термос взять правильно, дом должен быть как термос. Теплозащитная оболочка, она должна быть замкнутая. Вот. И вот обрывы допускаются, например, где окна, например, да, там чуть-чуть, скажем, меньше там термическое сопротивление, или двери наружные и так далее. Да? В остальных местах она должна быть замкнута. Это основное правило проектирования энергоэффективного дома. Да? Ну и плюс, конечно, высокие теплотехнические характеристики. Вот эти вещи. Да? И вот мы сегодня занимаемся как раз вот такими правильными решениями узлов соединения различных элементов ограждающей конструкции. Покрытие со стеной, или стены с цокольным перекрытием и так далее, и так далее. Устраиваем там термические разрывы и так далее. Вот эти вещи, применением там эффективных материалов, изоляционных, я имею в виду. А есть какие-то вот объекты, где вот это вот все можно увидеть? Ну, сейчас... Построенные. Да, правильный вопрос. Мы, значит, в 2014 году, по-моему, сотрудничаем, во-первых, с группой компании СЕТТ. Вот, им предложили вот эти правильные решения цокольного перекрытия. Да? С тех пор они, например, делают термозрыв в кладке стены. Да? То есть первый ряд, например, да, вместо обычного бетонного блока использует те же самые полистирол-бетонные блоки, да, у которых, значит, коэффициент теплопроводности, например, 0,12. Да? То есть по теплозащитным характеристикам они 4 раза лучше, чем
обычные бетонные блоки, понимаете, терморазрыв получается. А сейчас мы сделали еще терморазрыв, значит, ростверки между цокольным перекрытием и ростверком. То есть теплопроводный материал у нас осталась только колонна. Да. И такой проект реализуем сегодня в многоквартирных домах, которые строит компания СТ по улице Уткина. Вот сейчас 2 дома, там 2 башенки строят. Вот как раз в этом доме. Это вот рядом с... Где музей России напротив. Вот, ну, да, Прометей район. Там, да, Прометей район, там у них 2 дома построено, и сейчас еще 2 дома строят, и вот как раз мы реализуем вот эти моменты. Да. Ага. Да. И потом, значит, вот буквально вчера у нас как бы технический совет был по дому по улице Дежнева, это Якутпромстрой. Это крупные застройщики. Ну, в городе Якутске у нас самыми крупными застройщиками считается компания СТ, Прометей больше всего, и УТУМ. УТУМ и, конечно, Якутпромстрой, да, тоже люди, вот скажем так. И сегодня мы с 3 компаниями крупными, да, имеем договорные отношения. То есть мы занимаемся, скажем, техническим сопровождением, значит, проектирования тепловой защиты зданий. Это вот уже в новых проектах? Да, в новых проектах. Мы, значит, каким образом поступаем? Мы сперва, чтобы в новых проектах, чтобы не было, так сказать, допущения тех же самых дефектов и тому подобное, мы проводим тепловизионные обследования, построенных зданий этими компаниями. Потом проводим подробный теплотехнический анализ с помощью программных продуктов. Сегодня есть очень хорошие программные такие продукты, с помощью которых можно определить там, движение теплового потока, определить распределение температуры внутри узла и так далее. Да? И четко выяснить причину, почему в этом месте, ну, в этом фрагменте, например, ограждающей конструкции, значит, нарушение температурного режима. Да? Ну, проще говоря, выпадение там, конденсата и так далее, образование там наледи, ну, такие простыми словами говоря. Выясняем вот эту причину, и в новых проектах уже учитывая вот это, недочеты, да? И очень много оказалось ну, таких, особенно на первом этаже, да, вот где температурные швы. У нас, сами знаете, да, вот, перепад, скажем, вот этот температурный диапазон очень большой. Да. В летний период у нас, например, там, скажем, плюс 35, ну, 30-35. Зимний период 50. Вот 80 градусов. Да. Естественно, цокольная плита, которая находится наружу, ну, нижняя плита, проще говоря, она перемещается от этой температуры. Да. И температура в перемещении составляет 5-7 миллиметров. Типа не глубоко? Нет, горизонтальное перемещение. Горизонтальное перемещение. В смысле, не распространяется по поверхности? Нет, вот так вот, плита лежит горизонтально, и перемещение получается 5-7 миллиметров. Тут такой момент есть, да? Ограничение есть по длине температурного блока 15 метров. Если, например, не делать вот этих температурных швов, происходит отрыв той же самой, там, где, значит, плита крепится, например, с помощью ростверка к свае, здесь появляются трещины от этих деформаций температурных. Понимаете? Естественно, сразу ослабляется несущая способность, скажем, тех же самых конструкций цокольного перекрытия. Поэтому обязательным условием должно быть вот это наличие температурного шва. Понимаете? Вроде бы кажется 5-7 миллиметров, да, ну что с этим бетоном произойдет? Нет, ничего подобного. Да. Сколько у нас случаев в Якутске было, когда неправильно делали люди, да, скажем, компании, особенно когда проектировали московские компании, да, вот эти моменты были уже, это факты. Вот. И вот это движение, да, там 2-2,5 тебе остается шов между плитами, да, отдельными плитами, блоками, скажем так, да, вот так движение. И туда обычно, ну, укладывает кто во что гораздо. Кто-то там, скажем, плиту пихает, кто-то изовер пихает, кто-то чеканит с помощью там битумной мастики и тому подобное. Но она же двигается. Сдвинулась 5 миллиметров, щель появилась, и начинает воздух проникать. Ага, проникать. Хотя теплоизоляция там с помощью пенополистирольных плит, ну, обычно полистирольных плит, 300 миллиметров, но она же все равно гуляет, там же все равно стыки есть. И пол получается холодным. Поэтому сегодня, чтобы пол не было холодным, большинство застройщиков применяет, так сказать, систему теплого пола.
или электрический обогрев, скажем, пола, да, или наоборот от центрального отопления устраивают водяной обогрев, скажем. Ну, проще говоря, вкладывают трубу вот таким зигзагом. Вот. Но я им всегда говорю, это же временное решение, по большому счету. Да. Ну, лет 15 пройдет. Вот вы живете, например, на первом этаже, да? Через 15 лет, ну, сколько она вот электрически тот же самый выдержит? Ну, и 15 лет уж точно не выдержит. Да? Вот. И придется опять ломать пол и тому подобное. Да? Поэтому мы, чтобы вот этих вещей у нас, таких событий не наступало, да, мы там как раз вот эти всякие конструктивные фишки применяем. Да? Но в тех же, например, температурных швах, например, чтобы проникновения холодного воздуха не было, мы применяем, например, гидрошпонки, так называемые, из ПВХ. Вот такие специальные элементы есть, ленты, которые во время армирования закладываются в этот шов. И они допускают, ну, такой из прорезиненного такого материала, да, ПВХ, она, ну, как бы туда воздух не пропускает, но он, типа, деформируется, да, скажем допускает так. какие-то... Да, вот деформации до 5 сантиметров, кстати, допускает. Вот такой материал интересный, да. Но вот 2 года назад начали применять такой, ну, нормально выдерживает. Туда еще там специальный, значит, теплоизоляционный шнур применяем, там велотером называется, чеканение, и все нормально. Да. Это в новых домах? Новых домах. Если вот уже вот в старых вот это вот, система? в старых домах это вообще надо индивидуально каждый раз подходить, смотреть, как я говорю, выяснять причину и уже каким-то путем, ну, выйти из положения более оптимальным путем. Да. Можно же стену вообще разобрать и заново сделать, но это не вариант, конечно. Как мы вчера рассматривали, температурный шов как раз, и люди жалуются с 2 сторон. Он, ну, несчастью попал на температурный шов, вот, хотя на 5-м этаже живет, да? Вот, ну, стык стены, скажем, температурный шов, и холод проникает с 2 сторон квартиры. Конечно, я бы тоже не был бы доволен, да? Вот. А как его сделать правильно? Тоже вопрос же. Во время эксплуатации все заделано, изнутри разбирать, там эти стены и тому подобное, это сложно же. Человек живет с детьми, и вот приходится все это дело снаружи разбирать, и там уже, ну, более-менее правильное решение делать, подобрать аптеку. Ну, чтобы еще тут же, как я говорю, вопрос не... Можно просто зачеканить, конечно, на год хватит, да. Проще говоря, этот стык. Но потом же трещина все равно появится. Вот, поэтому нужно в каждом решении придумать такое решение, чтобы оно еще, так сказать, позволяло деформироваться вот этому температурному шву, понимаете? И применяются специальные мастики и тому подобное. Битумно-каучуковые мастики и так далее. Там, ну, каждый раз надо индивидуально решать. То есть похожих решений? Ну, есть, конечно, вот какие-то мы решения придумываем, а уже потом масштабируем на другие те же самые дефекты, да, скажем так. Я вот знаю, что вот, например, там в некоторых домах снизу вот только там начинают летом полимочевиной там вот поливать там, ну типа вот как вот теплотрасса, это типа монтажный пенал, там что-то делают там вот той же минеральной ватной вот этой плитой закрывают, это помогает? Но на самом деле, да, тут же такой момент еще есть. Люди думают, и вот все равно на полу лежит утеплитель, правильно же? Ну, с внутренней стороны. Думает, с наружной стороны, если утеплитель прикрепим, температура станет выше. Нет, да? Нет. А почему? Ну вот представьте себе, да, вот стена, каменный материал, ну, скажем, бетонный материал, он и имеет определенную тепловую инерцию, то есть накопление, он проводит тепло. Если, например, вот плита начинает прогреваться, и снаружи утеплитель, да, вот так, скажем так, тогда в этом случае плита же тоже, воздух нагревается у тебя от, скажем, от радиаторов, да, плита начинает греться, и нулевая температура, она смещается вниз, так как плита тоже нагревается, вниз смещается. Вот в стене же почему вот этот у нас вентилируемый фасад придумали, да? Нулевая температура и зона выпадения конденсата, она находится у теплоизоляции, не внутри вот этой каменных блоков, да? То же самое в цокольном перекрытии, да? А если мы сделаем изнутри утеплитель, тепло же вниз не пойдет, правильно же? Да. То есть плита у тебя будет холодная уже, понимаете?
Я-то имел в виду вот Не, снизу тут дома. я просто говорю, вот пример такой, да, вот. ага. Вот. Теперь делаем сюда утеплитель, но эта нулевая температура-то все равно не смещается, потому что тепло-то, она не доходит до туда, понимаете? Ага. И это бесполезно, она просто у вас замерзает, этот, скажем, вентилятор. То, что снизу, Да, короче, да. они там То есть у вас наделали, он плита, да. замерзает. Знаете, мы занимались, значит, удивительное дело было интересное, да, вот мы в 17 или 16 году занимались многоквартирными домами из легких стальных тонкостенных конструкций, ЛСТК так называемые, да, в поселке Жатай. Там 2 дома построили, вот. Полы на первом этаже, это совсем, это, ну, никуда не годится, почти минусовая температура. Там на первом сокольном перекрытии, да, везде мостики холода, притом стальные мостики холода, скажем. И стойки идут, стойка установлена в стене, каждые 60 сантиметров. И вот эта стойка, она опирается на фундаментную балку из черного металла, ну, проще говоря, из двутавра. Представляете, какой мостик холода? Вот так, каждые 60 сантиметров. Значит, изнутри утепление. И когда массово все начали жаловаться, это, по-моему, по программе ветхого жилья, что ли, построенный дом был, или что-то такое, вроде такого, да? И застройщика заставили принять какие-то меры. Ну, застройщик что думает? Надо утеплить снизу. Здесь было 30 сантиметров. На полу. На полу изнутри. Ага. Он добавляет снизу 30 сантиметров. Снизу, снаружи? Снизу, снаружи. К стене тоже добавляет еще 10 сантиметров. И думает, все, тип-топ, все будет нормально, температура уже будет нормальная. Следующая зима наступает, не меняется картина, то же самое. Вот. Мы, значит, производим расчет, ну, первого проектного решения, второго проектного решения. Слушайте, температура не изменилась. Как нулевая температура проходила, вот стык наружной стены с полом, прямо буквально на поверхности пола вот так проходит нулевая температура. Все, никакого решения нет. То есть то, что они потратили в очередной раз по 5 миллионов на каждый дом, привело к нулевому результату. Понимаете, о чем речь идет? То есть нужно каждый раз правильный анализ делать. Так они потом исправили в конечном итоге? Нет, но потом мы, значит, поступили каким образом, да. Ну, тут невозможно исправить. Это людей надо отселять, там, полы разбирать, там, все эти мостики. Ну, это нереально практически, да? Нереально абсолютно. Каким образом поступили мы? Притом, там интересно такое было, да? Даже на второй этаж, на втором этаже даже холодно. Так мы начали думать, почему на втором этаже вдруг холодно? Ну, понятно, первый этаж, там мостики холода, да? Но на втором этаже почему холодно? А там, не оказывается, а там, в принципе, в этой системе технологии строительства ЛСТК применяются так называемые стоечные профили. Они S-образной такой формы. Вот такой формы. Ага. И вы попробуйте уложить сюда утеплитель повнутрь. Они через каждые 60 сантиметров идут. И вот 60 сантиметров утеплитель, и ты берешь вот ширину 60 сантиметров и туда пихаешь между этими стоечными профилями. Да? С одной стороны получается ровная поверхность, тут еще плотно примыкает, а со второй стороны она вот такую на полке имеет загиб. Вот загиб. вот. И вот ты суешь вот сюда утеплитель, а вот здесь-то зазор остается. Там уголок получается. Да, да, угол. И вот и этот зазор, он на всю высоту идет здания практически, ну, по всей высоте, по всей длине, скажем, стоечного профиля. Да. Ага. Естественно, она как начинает тянуть, это же как турба получается, понимаешь? И этот, оказывается, холод с первого этажа, да, соколя точнее, она доходит до второго этажа. Да. И на втором этаже тоже холодно. Да. Понимаете, да? Вот. Потом мы подумали, каким образом, ну, выход из положения. Тут же искать надо выход из положения, ну, людей надо спасать. Вот. И мы, значит, придумали таким образом. Думаем, ширина здания небольшая, там 15 метров, по-моему, было, 15 на 24. Второе здание Г-образное было, правда, да. И мы решили просто тут же, когда применяется свайные фундаменты, понятие есть холодного проветриваемого подполья, чтобы сохранить мерзлоту. Угу. Понятно, да, вот эти вещи? Да. Да. Мы подумали, надо посчитать сваи, таким, значит, температуру внутри подполья таким образом подобрать,
внутри подполья, да, чтобы в течение там, 30 лет или 50 лет эксплуатации этого здания не допустить оттайки грунта. То есть, по идее, температура подполья и проветриваемого подполья, она практически зимой одинаковая, скажем, температура наружного воздуха. Минус 45. Ну, разница за счет тепловыделения, там плюс-минус 2-3 градуса может быть. Да? Вот. Мы взяли сокольное, вот это подполье вокруг здания, по периметру здания, прикрепили панели, теплые панели. СИП-панели? Нет, утеплили. Ну, скажем так, как вы говорите, набрызгали вот этим, рассчитали, да. И, значит, ребята туда, значит, сделали, ну, по-моему, минплитой или полистиролом, ну, не суть важно, да, 5-сантиметровый слой. Мы посчитали, что 5 сантиметров, если вот так прикрепить, то, стенку, которая вот да, закрывает. Да, вот сейчас же закрывают вот этими профнастилами и тому подобное. Ага. А профнастил изнутри еще утепление делается. Понятно, да, о чем речь идет. И потом до отмостки все утепляется. И рассчитали таким образом, с учетом тепловыделения через, естественно, через сокольное перекрытие, мы посчитали, чтобы температура, когда на улице, например, минус 45, внутри подполья было минус 20. Но не плюсовая температура. А это оказалось, вот для того случая, для того термического сопротивления сокольного перекрытия, достаточно 5 сантиметров, чтобы температура там была минус 20 градусов. Вот. И за счет этого проникновение холодного воздуха изнутри, с нижней стороны, она резко сократилась. Ну, считайте, да, до трехэтажного дома, скажем, там порядка 30 паскаль, она снизилась 3 раза, 10 паскаль, скажем, при минус 15. Понимаете? И перестало дуть из этих всех щелей, понимаете? О чем речь? И плюс, конечно, температура снизу поменялась. Если мы раньше было минус 50, скажем так, а сейчас минус 20. И, конечно, пол стал теплее, да? И люди перестали жаловаться. Но тут возникает второй момент, да? Второй момент. Ну, каким-то образом все равно надо охлаждать грунт. Вот. И мы им говорим, давайте мы будем закрывать вот это все вещи, да? Ну, подполье точнее. Только самые холода. Декабрь, январь, ну, в лучшем случае до середины февраля. Самые холода. Мы закрываем. А там сделали продухи. Видите, самые морозы, эти продухи закрывают. Двери, проще говоря. Закрывают. Потом, значит, в середине февраля открывают наоборот. Когда температура уже на улице, скажем, минус 30. Минус 30, и температура, ну, уже более, таких вот инфильтрационных процессов прекращается, и начинается промерзание грунта. Воздух гуляет, и промерзание грунта. И потом в мае берут и обратно закрывают. Обратно закрывают, и самый вот летний период полностью закрытый стоит. Да? И температура лета, если на улице, например, плюс 25, внутри не выше плюс 10. Понимаете? Тоже надо летом. И за счет этого, да, сохраняется, опять-таки, вот не происходит оттайки грунта. Мы удивились, там поставили, значит, температурные скважины сделали и измеряли температуру специально, как вот это все, вот эти, значит, наши хитрости, каким образом влияет на оттайку-то. Слушайте, прекрасно. Оказалось, что температура вообще практически у нас, вот эта зона оттайки, там обычно, если возьмем не под зданием, да, то оттайка происходит там на 1,5 метра в Якутске. А в этом, под этим домом оттайка у нас происходила на метр где-то. Ну, глубина сезонного оттаивания, скажем так. Вот. Ну, таким путем мы решили. Ну, я говорю, вот для каждого объекта, конечно, надо искать определенные, ну, технические решения. Вот. Поэтому вот этими вещами мы сегодня занимаемся в городе Якутске. А работа интересна на самом деле. Да. Каждый раз нужно, значит, найти какой-то правильный подход, более оптимальный. Она же должна быть оптимальным не только с точки зрения там, тепловой защиты, но и оптимальным с точки зрения материального затрата, финансовых затрат. Тут же, понимаете, 2 зайцев надо убить, золотую середину можно же бесконечно утеплять. А на севере, допустим? Вот, на севере там немножко другая проблема есть по арктическому строительству. Да? Ну, во-первых, это, конечно, большой износ, физический износ сегодня зданий.
жилого фонда, скажем так. Да. Жилой фонд, проще говоря, устарел. Давно ничего не строили там. В основном, ну, сами понимаете, да, в советское время в основном там строили деревянные дома. Из бруса, 16-этажные дома, ну, это во всех практически поселках и селах, по-моему, такие дома до сих пор стоят. Да? 16-этажные? Нет, 16-квартирные дома, так, 12-16-квартирные дома из бруса. Да. Далеко ходить не надо. Ну, у нас в городе полно. Да, вот такие дома, они весь север. Это первое, да. Вот. Жилой фонд устарел. Надо его обновлять, конечно, если мы хотим сохранить, чтобы население там жили еще. Вот. А население на самом деле, да, по сравнению с 1991 годом, сократилось в 2,5 раза. Да. 13 арктических районов. Это огромная цифра. Сегодня там проживает всего 67 тысяч населения. А было 2,5 раза больше. Под 40 тысяч. Вот, да. И теперь нету благоустроенного жилья. Ну, практически, скажем так. Только в 3 поселках есть некоторые, ну, скажем, центральная канализация, центральное водоснабжение, в других поселках нет. Да. Вот. Начали строить, значит, по программе ветхого жилья 2021 года. Но тут упирается опять-таки, ну, такой пресловутый квадратный метр, стоимость квадратного метра. Да. Но когда мне говорят о Леньке, там стоимость квадратного метра 136 тысяч стоит квадратный метр, в Якутске, скажем, по-моему, 125, что ли, по программе ветхого жилья оценивается. Оленек или Якутск? Большая разница, да, потому что практически сегодня половину, ну, близко к половине стоимости объекта это составляет транспортные расходы. Да. Огромные расходы. Притом некоторые поселки, мы тоже раньше мы вот этими вопросами особо не занимались, я удивился, что некоторые населенные пункты груза доставляются в течение года с перевалкой. То есть в летний период, например, он доставляется там по речному транспорту, оттуда сгружается, а потом, когда зимний, вот таким образом. То есть вот этих моментов очень много, да, вот эти, ну, транспортные расходы. Плюс, конечно, климат. Ну, климат отличается, во-первых, еще суровее, скажем так. Там у них, если Якутска, например, градусы суток отопительного периода, такое понятие есть, да? Это Якутска составляет 10 430, например, да? А на северах 10 500 до 12,5, по-моему, тысяч. Вот это. То есть, например, ну, проще говоря, в Тиксе, например, отопительный период 365 дней в году. Практически круглый год. Круглый, ну, по нормам. Должны топить, чтобы температура, там понятие есть средняя температура, среднемесячная температура, она должна быть, если ниже плюс 8, то должны топить. Понимаете, о чем речь идет? Вот такое понятие. Вот, поэтому там такая, и плюс, конечно, ветра. Метель, ветер. Поэтому, конечно, и мы решили, сделали сегодня классификацию всех населенных пунктов по видам доставки, во-первых, да, строительных материалов, ну, куда можно доставить зимником, речным транспортом и тому подобное, да. Все это дело, классификацию сделали. И самые труднодоступные районы, например, там есть очень много поселков мелких, сельских поселений, очень мелких, до 500, до 200 человек. Там строить, например, капитальное жилье, да, каменное жилье вообще не имеет смысла, на мой взгляд. Да, на мой взгляд. Потом же еще надо учесть еще менталитет малых народов, скажем так, малых народностей. Да. Потому что, ну, многие не хотят жить в многоквартирных домах, честно говоря. Они хотят иметь свою усадьбу, там, ну, чтобы какое-то присадебное хозяйство и так далее было. Поэтому мы для них, например, предлагаем два варианта, скажем так. Многоквартирные дома, там, где население, например, больше 1000 человек проживает, да? А до 1000 человек, скажем, блокированные дома. Там 4-квартирные дома, 2-квартирные или индивидуальные одноквартирные, скажем, жилые дома предлагаем. Притом, конечно, затраты колоссальные на поставку, на тепловую энергию. Колоссальное идет субсидирование сегодня, да? Вот буквально на той неделе у нас был разговор с главами арктических районов, да? И, например, в 2022 году, вы не поверите, субсидии нашего республиканского бюджета по тепловой энергии для арктических районов
составила 28 миллиардов. 28 миллиардов. Это субсидии. Там, например, скажем, хозяева квартир, домов и так далее, они платят сегодня от 3 до 6% от себестоимости генерации тепловой энергии. Понимаете? И когда мне там выступал у нас, значит, поставщик, теплосервис, по-моему, называется, поставщик как раз тепловой энергии, и он говорит, вот маленький поселок, все индивидуальные дома, они подключены к центральному отоплению. Все индивидуальные дома. У нас, говорит, теплотрасса в этом поселке составляет 10 километров. Тепловые потери, говорит, пока мы доставим до, например, конечного пункта потребителя, например, да, более 30% это потери тепла, говорит. То есть воздух это. Ну, теплотрасса теряет, естественно, да, некоторую часть энергии, до 30%. Понимаете, о чем речь идет? Поэтому, конечно, это же, потом это же бесконечно. То есть, он, как он говорит, если в этом году 28 миллиардов, то в будущем году заложили 30, ну, цифру я четко не помню, но более 30 миллиардов рублей, понимаете? На субсидирование только. Это, а потом, там же большинство домов, ну, частных домов особенно, да, и многоквартирных старых жилья, это же, как я говорил, деревянный дом, у него вот это термическое составление, сопротивление составляет собой ну, единицу, скажем так, единицу всего. А сегодня требования в Якутске, например, 5,09. Понимаете? Это 5 раз сегодня не отвечает нормативным требованиям вот эти дома. Продуваемый всеми ветрами Ну, дом. не, ну это чтобы создать там нормальную температуру, да, скажем, ну проще говоря, да. Комфортно. Комфортную температуру, ну скажем 20-21 хотя бы, да. Это приходится котельной на полной мощности работать. То есть температура теплоносителя там очень высоко поставлена, понимаете, чтобы дом протопить. Потом второй же момент есть, они же все на ленточных фундаментах. Это, считайте, они же не рассчитаны, ну, по большому счету, печка стояла раньше, вроде дом не проваливался, а вся же по периметру дома под окнами везде радиаторы стоят. Температура в доме, естественно, выше, чем при печном, да. Дом начинает проваливаться. На полу нет теплоизоляции. Ну, как называется, харамоста или черный пол. Черный пол. Черный пол называется. На черный пол там же нет теплоизоляционного материала, там двойная доска всего. Все. Вот и вся правда жизни. Поэтому, конечно, сегодня надо проектировать на северах, скажем так, энергоэффективные дома, притом высокого класса энергоэффективности. У нас же такое понятие есть. По расходу именно тепловой энергии. Это примерно как выглядит? Модульный дом? Нет. Это, там специальные расчеты есть по тепловым потерям, да, по отдельной характеристике. И можно рассчитать, ну, определить класс, скажем, энергоэффективности, да, по расходу тепла. Вот, по тепловым потерям можно рассчитать и действительно показать. Мы, значит, сделали сегодня проект, ну, такой экспериментального небольшого поселения, селения. И там мы получили сперва класс энергоэффективности В+. То есть мы все эти узлы очень, скажем, теплыми сделали. Окна специально подобрали, ну, высокоэнергоэффективные окна и так далее. Да? Вот. И там, если там же в основном скальные грунты, и предложили все-таки там не свайные, не столбчатые фундаменты, например, и прямо по грунту сделали, скальную там отсыпку сделали, специальные расчеты сделали, и получили вот этот класс энергоэффективности В+. Но там же еще можно за счет окон как бы повысить энергоэффективность дома. Да? И я все время говорю, ну, какие-то простые у нас методы должны быть все-таки, чтобы какими-то простыми методами достичь еще выше класса. Да? Значит, решили поставить роль ставни. Вот видели, наверное, здесь в магазинах и так далее, снаружи, только там металлические рольставни. А есть сегодня теплые рольставни, так называемые. Да? Вот как гаражные ворота. С утеплением, типа, да. с утеплителем там внутри. вот эта рольставня, да, внутри имеет 5 мм такой теплоизоляции из экструдированного полистирола. А экструдированный полистирол, у него уже коэффициент теплопроводности очень низкий. Ну, скажем, 0,035, 0,03 даже составляет. Да? И за счет вот 5 миллиметров можно достичь, что у нас, например, дополнительно
термического, ну, скажем, окно, там термическое сопротивление 0,8 и плюс еще 0,8. Да. Это теплопотери через окна, через оконные проемы снижается сразу 2 раза. Вот такими простыми методами мы вот все-таки пытаемся решить вот эту задачу. Да. Притом, опять-таки, ну скажем, из чего строить на северах? Я вот хотел сказать, пока думал, что вот окна же есть еще, вот я видел такую технологию с подогревом, то есть вот Есть. такой оконный этот, как его, стеклопакет, Да, да, там да. вот там Есть, питание есть. к нему идет, и вот он подогревается. Сегодня-то технологий на самом деле очень много же, вплоть до того, что можно же дом построить, в принципе, да, полного цикла жизнеобеспечения, да, скажем, там, альтернативные источники какие-то поставить, солнечные, значит, панели использовать, да, вплоть до переработки мусора сделать можно. Вот те же самые в отдаленных, например, скажем, ну, в той же Арктике, ну, военные, вот эти последние, скажем, поселения, да, они же полное самообеспечение, скажем так, они же все мусор перерабатывают, там все, трехлистник называется, по-моему, да, или Антарктиду возьмем, там, вот эти станции научные, там же все эти вещи есть на сегодня, да. И эти технологии сегодня надо перенести, скажем, С военных рейсов. да, арктические жилые поселения, да, скажем, вот эти все технологии. Притом еще, вот из чего строить, я еще вернусь к этому вопросу, да, из какого материала строить. Мы всегда говорим, надо подходить индивидуально. То есть, если далеко находится, например, то можно модульное какое-то сделать, да, чтобы транспортабельное было, да, и так далее, легкое. Но если поселение там 200 человек живет, всего-навсего, да, и далеко, в течение 2 лет материал доставляешь, смысла там нет, например, те же самые сваи тащить. Это абсолютно невыгодно и, ну, экономически нецелесообразно на самом деле, да. А в тех районах, в которых, конечно, мы даже проводили опрос населения, конечно, люди устали. Ну, на самом деле, вот деревянный дом, который строится, ну, в тех же районах, да, они рассчитаны, ну, на одно поколение. Я как говорю, вот те народы, которые живут здесь, все мужчины работают, чтобы построить один деревянный дом на самом деле. Оно, к сожалению, не передается к внуку, да, проще. Но так же, факт же. Дети уезжают уже, Да. какие внуки. Нет, в принципе я говорю. Ну да. А если бы вот, мы жили в Италии, да, построили такой каменный дом, это было бы уже богатство. Ну да, там 10 Да. поколений как 10 минимум поколений, может да. жить. Я когда первый раз был в Италии, я вообще чуть не, когда показывают вот эти дома капитальные, да, я понял, что в чем богатство вот южных народов, скажем, да, вот, ну, европейских народов, это то, что у них есть наследство. А, к сожалению, нашим дедам нечего оставить, проще говоря. Да? Поэтому вот эти многие сегодня хотят именно каменное жилье. В том же Оленьке хотят, каменное жилье хотят. И, вот. И, конечно, надо некоторые материалы, например, те же самые бетонные блоки и так далее, ну, простые вот эти технологии, все-таки развивать там. На местах. На местах, да, все-таки производить. Ну, смысл возить отсюда бетонный блок, да? Туда это вообще он золотой будет, конечно, да. А в тех местах, где есть сырье, например, да, ну, песок, там, ну, песка, кстати, годного не так много тоже, да. Шемнини тоже не так много, но изучать надо, конечно, это сырье. Да. Из всего возможного сырья, который там имеется в населенных пунктах, надо производить, конечно, материал там. Хотя бы такой, ну, простые, я имею в виду. Да. И жилье стоит, конечно, если хотят действительно каменное, то надо проектировать таким, из того же камня очень хорошее жилье. Да. Притом все узлы должны быть, как я говорю, проработаны с точки зрения теплотехники и строить действительно хорошее жилье, да, теплое, энергоэффективное жилье, чтобы сократить те же самые расходы. Вот этими вещами, конечно, мы сегодня вот плотно занимаемся, и в этом году у нас задача, если в прошлом году мы вот блокированными домами занимались, да, то в этом году у нас задача многоквартирными домами заниматься. Мы уже, в принципе, проанализировали те проекты многоквартирных домов, которые построены там, да. Тоже не все гладко, да. Это если в Якутске мы допускаем ошибки проектирования, то там тоже. Там прямо есть мостик и холод, там строят, например, несущие стену берут из бетонных блоков толщиной 40 сантиметров. Это все опять мостик холода получается, и люди жалуются опять.
Вот эти моменты. И вторая задача, это вообще, конечно, такая сложная задача. Сверхзадача. Это инженерное обеспечение. Ну, скажем, проще говоря, водоснабжение и водоотведение. Очистка. Вот. Вот этими вопросами, конечно, никто на северах сегодня, хотя вот я смотрю сейчас вот по ветхому жилью, стараются, конечно, там главы заниматься и так далее, все документы предоставляют, проекты заказывают, да. А самое главное, это, извините, 24-квартирный дом построят, а воду откуда брать? Нету водозабора, нету центрального водоснабжения, да. А потом куда сбрасывать? Опять фекалка, а потом куда озеро? Вот эти моменты, конечно, надо заниматься вот этими вещами, да. И вот мы сегодня тоже вот в этом направлении плотно работаем, особенно вот по очистке воды, все, там есть сегодня, конечно, современная система модульного типа, да, в зависимости от количества человек можно привести, скажем, контейнер такой небольшой, да, который можно, ну, на 200 человек, скажем, один контейнер, грубо говоря. Он фильтрует вот это. Да, и все, да, вот фекалка берет и туда в одну дырку, отверстие, значит, сливает, с другой стороны уже в зависимости от требования получается уже очищенные отходы. Ну, скажем, очищенная вода, которую можно сливать там куда-то. Все время удивляемся, мы же много про это разговариваем, да? Ну, про эти вещи. Технологии же в мире на самом деле развиты, да? Вот Южная Корея, например, теми самыми очищенной водой поливает, например, огород. Да, целые системы есть, студенческие городки есть, закрытого типа, да, ну, где вот действительно нету сбросов там. Это все идет на... И в этом году я тоже, ну, скажем так, в одной стране был и тоже смотрю, там у них озерцо, ну, гостиница построенная, да, и там они очищают и туда сбрасывают. Да. И потом еще, ну, скажем так, там какие-то микроорганизмы запускают, и кислород запускают. Ну, это колесо стоит, вертится. Я спрашиваю, зачем это колесо стоит на озере, да, два колеса стоят, и, ну, как бы этот, водяная мельница крутится. Я говорю, зачем это? Они, оказывается, кислород туда, чтобы, понимаете, попал в воду, вот это колесо крутится, оказывается, как будто вот эта чашечка у него. Как в аквариуме, типа, да, кислородное снабжение. Ну, и самое интересное, да, вот этот крутится-то, нету подводки электроэнергии, там висит солнечная панель. Которая приводит в движение. Да. Вот простые способы, поэтому мы сегодня говорим, давайте вот этими модульными станциями заниматься очистными, да? Но потом надо, конечно, построить где-то такое, скажем, экспериментальное поселение, где можно все эти технологии отработать, посмотреть. Вот одна вещь, да. Потом, конечно, водозабор строить очень сложно, по большому. Тут Якутск, это мы сколько лет тут, буквально, скажем. Очень сложно, тем более при малом населении, особенно на северах, да, конечно, для каждого населенного пункта, ну, в реальности не построить, скорее всего. Поэтому придется водовозкой, но можно же емкости поставить. Сегодня же мы в частном доме, который живем, мы же привыкли, что у нас емкость стоит, в принципе, да? Так что трехкубовая, пятикубовая стоит, значит, залили, и все, в принципе, нормально. Вот, конечно, ты экономишь воду, но тем не менее, у тебя вода есть. Да? Вот. И можно было, конечно, вот этими простыми способами на первых порах, конечно, как бы обойтись, в принципе, да? В принципе, вот этими вещами мы занимаемся. Да? Потом такой еще момент есть. Да? Вот мы все время говорим, у нас экология очень хорошая. Ну, воздух свежий и тому подобное. Да? Но мы на самом деле в зимний период в основном в закрытом помещении находимся. Вот. Сегодня вот эти окна, двери, они все очень плотно, воздухонепроницаемые, скажем так. Конечно, воздухообмен у нас желает лучшего. Да. Поэтому тоже в этом направлении тоже надо работать, в принципе, да. И мы занимаемся сегодня рекуператорами воздуха, поквартирными притом, да, чтобы действительно очищать воздух внутри помещения, часть воздуха брать снаружи, его подогревать, смешивать и обратно подавать. Но это на самом деле, да, на Западе вот эти технологии недавно отработаны. Мы в Германии были, там
социальном жилье сегодня устанавливают такие поквартирные рекуператоры воздуха. Значит, прихожий заходишь, он этот рекуператор воздуха на потолке скрытно висит. И там у них, в Германии, например, у них очень жесткие законы по воздухообмену. Понимаете, воздух должен быть свежий. И вот мы сейчас вот должны, мы, значит, связались с одной московской компанией в прошлом году. И вот сегодня мы заказали, ну, точнее, уже на заводе сделали нам рекуператор, который пригоден для эксплуатации в наших условиях при минус 50. И мы должны вот этот рекуператор сейчас привести и в будущем году, ну, как бы экспериментальные исследования провести. Мы в прошлом году большой рекуперационной установкой занимались, а в этом году решили все-таки таким малообъемными заниматься. Да. Потому что большие рекуперационные системы, они очень дорогие, конечно, и обслуживание требует специалисты и так далее. Да. Вот этими вещами вот надо заниматься. Это очень больной такой вопрос, на мой взгляд, тоже. Чистый воздух-то. На этом, наверное, закончим наш сегодняшний выпуск. Много информации. Но я вот хотел бы добавить тоже, да, вот, конечно, когда мы живем в таких суровых условиях, да, мы обычно весной забываем, что наступит когда-то зима. Вот. Поэтому я вот хотел бы и граждан обратить на это внимание, что сани готовят летом. Правильно говорю? А тепловая защита для нас, да, это одно из самых таких, наверное, основных направлений должно быть. Да, мы должны жить в тепле. При таком холоде у нас должны быть дома действительно энергоэффективные, теплые, комфортные. Вот это очень важный момент такой есть. Эх, кто бы еще всем этим занимался вовремя, да? А то весна наступает, лето, и все там, кого, чего там, ничего не надо. Мы вот поговорили об энергоэффективности домов в городе Якутске, ну вот и среди строящихся, среди проектируемых и среди уже возведенных, эксплуатируемых. Во второй части разговора мы затронули тему строительства в арктических районах, как туда сложно доставлять материал, как там можно использовать энергоэффективность домов и вот инженерные сооружения, какие можно применить, какие есть проблемы и вопросы.